Дорогие друзья, мы находимся в гостях на предприятии, на семейном предприятии Нарын ИС. Это у нас в Якутске. Мама и две дочери занялись изготовлением изделий из кожи, из натуральной кожи. И вот что же они изготавливают. Например, вот такие вот прекрасные обложки для нашего главного документа в нашей жизни, для паспорта, ну, совершенно разных расцветок. Вот, допустим, вот такие вот кошелечки, ну или портмоне, да, они такие изящные, очень качественные, я бы вот так даже сказала, да, вот так вот, здесь вот на кнопочке. Или же вот такого плана, но, видимо, это мужской кошелек, тоже все расстегивается и все прекрасно работает. И очень красиво, очень достойно, можно, кстати, и для себя, или там кому-то в подарок, например, да, подарить. Или вот такая вот визитница. И, кстати говоря, например, у меня проблема, вот лично у меня, я хожу вот с такой вот штучкой по магазинам и всегда рискую, что я потеряю карту. А вот эти свои карточки я могу вот так вот вложить вот в эту визитницу и сумочку. Очень удобно и здорово. И, кстати, сегодня, дорогие друзья, мы будем учиться изготавливать вот эту самую визитницу. Ее может изготовить, ну вот, каждый из нас. И сегодня вот в этом деле нам поможет глава семейного бизнеса Айталина Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем, да? Ага, я сейчас Визитница, покажу. ну или вот кошелечек для вот этих вот карт. Ага, вот я сейчас вот держу выкройку. Угу. Так, и сделаем это из натуральной кожи. Угу. Сначала Вот черного цвета у нас. ага, сделаем вот такой, Обведем наше лекало, да? Угу. Так, это очень быстро, легко. Да. И размеры. И, кстати, по размерам, вот, ну, надо как-то вот прикинуть, измерить, да? Ага, ну размер, примерно. размер, Чуть. да. Кстати, сюда войдет, вот у меня здесь 4 карты. Сюда может войти, ну, как мне вот объяснила ваша дочь до программы, вот, до съемок, Наталья сказала, что можно сюда даже, в общем, сюда поместится 10 карточек таких вот. Очень удобно, кстати. Хорошо, мне кажется, будет вынимать из сумки. Удобно. Да, очень удобно это. Вот сейчас. Я приобрету у вас вот такую вот визитницу. И очень быстро шьется. Так что каждая женщина, девушка может себе такую шить и быстренько делать вот это. Сейчас. Или кому-то в подарок, да? Или кому-то очень даже Понравится такое изделие. хоть такой маленький, но очень приятный подарок будет. И это вот у нас кармашек внутренний, да? Он должен быть меньше немножко. Нет, это Прям по размеру, да? по размеру. Чтобы сюда, чтобы было все по размеру. Аккуратно по размеру, да? А размеры вы нам потом подскажете, да? Острым ножом. Ну, это... Кожа может быть любая или вот в Ну, данном можно случае шить не только из кожи, можно и шить это, как это... из ткани какой-то плотной, да? Ну, нет, не из ткани, а... Из кожи замедлителя? Из кожзама, из кожзама, да? ага. Можно так, из искусственной кожи. Или, как сейчас говорят, эко-кожа. Эко-кожа. Да, а в данном случае у вас кожа какая, свиная, да? Или... Нет, это кожа, это из крупнорогатого скота. Да, это коровья кожа. Коровья кожа. Вот. Она и мягкая, и достаточно плотная, и пластичная, наверное, да? Пластичная. Так, вот сейчас потом мы приклеим. То есть вот все это. делается... Ой, это, посмотрите, ножик должен быть прямо резачок специальный, Ага, или можно... это специальный. Или это канцелярский, нет? Специальный. Не, специальный, вот этот острый очень. Это для скорняков или как? Или для мастеров по коже? Ну, это отдельно мы заказываем. Вот это. Таких у нас тут в Якутске нету. А где вы заказываете? Ну, тоже За границей где-то, да? Нет, это тоже... Наше российское Наше производство. российское, Так, теперь вот берем клей.
в клей обычный момент. Ага. Ну, Вот у нас получилось обычно внутренние мы, детальки наши, да? мы другим клеем тоже пользуемся. Вот. Ну и сейчас я покажу только вот Моментом. там моментом, можно потому что воспользоваться. если захотят, тут у нас только они могут вот таким клеем пользоваться. Специальным клеем. Специальным клеем для Так, вот теперь сюда. тех, кто занимается кожаными изделиями, да? Вот, и приклеиваем. Гладкой стороной, конечно же, внутрь вот этой вот шершавой стороной, Так. а внешняя сторона, она будет гладкой. Очень просто, да? Очень просто и быстро. Здорово. Так. А ваша компания давно существует уже? Сколько лет на рынке вы? Так, мы, ну вот девочки мои начали сначала, вот где-то с 14-го года, по-моему. Ага. Ну, достаточно хороший срок, да? А как вот на вас, скажем так, отразились санкции, там, ну, вот это все? Ну, все равно. почувствовали? Нет, сильно мы это не Ну, потому почувствовали. что все как Все бы равно вы заказы заказываете в брали, России. ага, заказывали онлайн так, и мы так доставляли доставкой. А, вот ее нужно не только пришить, но и прошить, да, вот эти наши Ага, детали? вот это уже сейчас уже в готовом виде покажем. Так. А на обычной машинке можем прошить? Ну, обычный, наверное, Наверное, вряд ли, потому что все-таки потому или что- машинка должна быть такой какой-то, немножко такой брутальной, да? но все-таки она же Для для тяжелых, кожи, для да. тяжелых материалов. Да. Да. Для толстых таких вот. Какая интересная машинка. Да, но единственное, вот это, конечно, да. То есть вот прошить. А можно же вручную прошить, кстати говоря, Можно, да? там специально есть Опять-таки как вилки. иглы какие-то, да, нужны? Вот иглы, и вот дырки сделать нужно для начала. А вы так шили? Вручную? Ну, вручную делали для начала, вот когда машинок не было. Вот. Начали-то так. Потом уже начали приобретать машинки. И все. А нитки какие нужно использовать? Какие-то шелковые? Нитки, ага, шелковые. Ну, достаточно крепкие, видимо, должны нитки Крепкие, быть. конечно. Все там по номеру. Номер какой здесь? Тут у нас номер 30-ка. Ну вот это вот и нитки, кстати, хочу сказать, и кожа, это все нашего отечественного производства, да? Ну да, мы заказываем вот это все в Питер, в Москве. И оттуда. И вот так вот немножко поджечь, да? Все концы, чтобы у нас Не ничего, торчало. Да, не бахромилось. И как-то так было все аккуратненько. О, как здорово. И вторую часть вы также пришиваете. Также пришиваем. Потом дальше еще. А кто вы по профессии, Катерина Александровна? Я по профессии художник-оформитель. Закончила художественное училище наше якутское в 87 году. И потом решили помочь дочерям. Потом я работала в школе искусств Алекминской. Потом уже сюда переехала вот, в 15 году. И начала вот Помогать своим дочерям, да? своим дочерям. Вместе начали вот так работать. А вообще, насколько это, ну, как бы прибыльно? Вообще, ну, может, кто-то там вдохновится где-то вашей идеей Ну, открыть вот такого рода бизнес? ну если Очень захотеть. кто любит шить, конечно, если и любит свою работу, вот То получится, да? получится. Ну, как у вас. У нас ну мы как-то сами это так настроены и любим все шить, поэтому так вот у нас как-то легко получается. Ну вот и теперь всё. все.
Теперь Вот нужно это будет да. этот ворс немножко убрать. А как убрать? Ну, этим Наждачкой? наждачкой. Ну, давайте уберем. И потом уже нужно вот эти края покрасить. Так, вот Ну, у нас такая вот Ну, штучка. пока такая, но Так, у нас это есть. Ну, немножко дома вот- можно... Мгм. Ну, если- посмотрите, как приспособление, да? То есть вот на деревяшку можно просто набить наждачку. Она какого размера? Ну, как Ну, бы нужно помельче. Вот помельче, это, да? ага, вот это, вот. видимо, зерно какое? На Ага. 100, да, или на сколько? Это зерно я уже не помню. Но, Но ну, помельче примерно нужно. уже. Для чего вы так делаете? Ну, вот Ну, немножко чтобы счищаете. гладко было тут. Вот для Гладко чего. было. Так, еще помельче надо. Тут у нас только осталось вот это. Тоже обработать наждачной бумагой, да? Так, еще покрасить края, и все, готово. А покрасить, чем можно покрасить? У нас тоже специальная краска есть Специальная краска для кожи, да? для кожи. Так, вы красите ее и непременно именно в черный цвет, да? Именно черный цвет. Ну, вот какая кожа, такая и краска у нас. Вот Давайте она, пока например. посмотрим. Вот посмотрите, дорогие друзья. Вот здесь вот окрашено бордовым, да? Нет, Ну, поскольку- нет, они еще не окрашены. еще не окрашено. А мне кажется, вот как-то вот... Ну, то есть, вот смотрите, вот здесь уже заготовок уже, ну, Уже много. готово, Да, уже много готовых изделий. Вот эти визитницы, вот здесь нитки у нас, видите, бордовые, то есть, потому что и визитницы у нас вот такого цвета. Есть вот зеленые, да, и опять-таки нитки, конечно. Ну, кстати, вот мы можем же ведь и контрастно как-то прошить, да, допустим, зеленая, да. а нитки, допустим, пустить черные. Можно, да? можно. Можно вторую строчку какую-то там декоративную, да? Даже можно вот это края тоже черной краской и нитку Взять черную, да? И уже будет совершенно другой какой-то. Вот у нас, краска. А краска какая? Краска черная. Черная. Ну, это какая-то она акриловая или какая? Нет, это специальный для кожи. Для кожи. Ага, Она быстро сохнет? быстро сохнет. И вот так мы красим. Ну, в составе, наверное, акрил какой-то, да? Ну, наверное. Все-таки. Вот так. Ну, то есть, вот вы изготовили буквально за 5 минут вот эту визитницу. Ну, конечно, вы, как бы, у вас опыт такой с 2014 года. Да, Вы шьете. опыт, конечно, уже А, большой. кстати, с чего вы начинали, вот первые, ну, вот вы когда пришли к дочерям помогать, ваша первая вещь какая была? Что вы делали, что вы изготавливали? Я делала выкройки. Для сумок, да? Вот старшая дочь делала примерный фасон. Придумывала, она эскиз делала. Ну, то есть она как дизайнер. А я выкройки делала. Потом, ну, все так. То есть распределили свои обязанности. А еще одна дочь, и вы потом уже шили. Да, потом уже начали все, кто-то выкройки делает, кто-то там это подбирает кожу. И все. И вот у вас так и пошел бизнес потихонечку, да? А вот эта вот машинка, допустим, чтобы ее заказать, ну, мало ли вдруг нас кто-то смотрит и решит тоже заняться изготовлением изделий из кожи, эта машинка, она достаточно дорога или где ее можно купить? И как можно научиться на ней работать? Так, мы в то время вот это в Китае покупали. В то время. А сейчас уже последние наши вот машинки здесь, у нас в городе. То есть у нас в городе тоже можно купить такую Да, машинку, тоже можно купить. Именно Тут, для работы по коже или как она называется, эта машинка? это для тяжелых материалов. Там разные есть. Для легких и вообще там для шелка есть. И для средних материалов тоже есть. А это именно для тяжелых, А да? это именно для тяжелых и шагающая вот лапка. Лапка шагающая. Ага. Вот я Ну, тоже та- ну, обратила внимание, ага, что вот она на какая-то примере- интересная. например, вот шагает, как бы это.
То есть я как интересно, допустим, лапка, она не прижимается, она как бы действительно вот шагает, да? Вот. Мгм. Это для тяжелых материалов. Мгм. И до какой толщины примерно это вот, ну, тяжелые материалы? Здесь примерно толщина, ну, где-то миллиметров 2, Ну, наверное, она да? Или примерно, 1,5 миллиметра. она даже до сантиметра, по-моему, идет. Поэтому она и вот лапка такая у нас шагающая, да? Вот, например, я вот сейчас покажу. Вот. Если, допустим, согнуть, Ага, вот. вот в несколько, посмотрите как. Ух ты, вот возможности этой машинки. А так все у нее остальное, как обычная машинка, да, то есть внутренность, вот это вот, ну, как бы шпульки вот эти вот. Ну да, там все это И стандарт. заряжать можно стандартно, да? То есть, в принципе, такую машинку может любой приобрести, да? Ну, кто именно занимается вот, вот таким. Мгм. То есть изготовлением каких-то изделий, ну, или кожаных, или каких-то вот тяжелых, из тяжелых тканей, да? Допустим, что-то там отшивает, может быть, спальные мешки, Да, может да, быть, да, вот для какие-то этих вот как палатки, да? раз для палаток Для, вот это. допустим, ну, у нас в Якутии ведь многие, в каждой семье Ага. есть охотники, рыболовы, и, конечно, каждая хозяйка должна уметь Ну, иногда к своего нам тоже мужа клиенты приходят, вот что-то обеспечить там, снаряжением. ага, Так. чтоб им что-то там, палатки там немножко где-то порванные там. То Ага, есть у вас в вашем предприятии в семейном тоже есть такая услуга. То есть ага, могут тоже прийти могут и прийти, заказать вам ага, шить палатку, например. ага, вот Мгм. так. Или какой-то навес там, допустим, укрывной, Вот, что-то такое, да-да-да, материал вот какой-то, такие да? вот клиенты бывают, ага, приходят. Мгм, мгм. Ну, то есть, еще раз расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, да, что вот изготовление таких изделий небольших, да, это вот у нас в данном случае визитница. Ну, конечно же, если мы возьмемся за изготовление вот этого кошелька, посмотрите, здесь очень много деталей, да, то есть у нас есть и заклепочка вот здесь вот, и, допустим, вот здесь вот опять-таки для карточек место. Есть у нас для мелочи какой-то, видимо, да, или для купюр, или для карточек. Ну, это можно тут документы. Можно Ага, документы. вот Ну, это допустим, паспорт и все там паспорт. А можно. паспорт войдет сюда? Войдет, ага. Это именно для паспорта? И для паспорта, и для А, всех этих, ну, автодокументов. Там. То есть это уже как бы по размерам, Ага, да? по размеру. Очень удобно. А я думала, это кошелек. А Ну и оказывается, это как кошелек тоже можно. тоже можно Ага, использовать. Но вот здесь вот, вот это вот, ну, действительно кошелек, да, у нас? То есть вот, допустим, вот здесь можно мелочь Мелочи. держать, да, вот здесь вот, допустим, вот мелочь. А здесь она вот, видите, как открывается, вот это наш портмоне раскрывается открывается с помощью заклепочки. И опять-таки вот здесь вот у нас есть, ну, Для карточек. для карточек, вот здесь для, может быть, тоже документы какие-то, да? Нет, это уже тут купюры пойдут. Тут много купюр пойдет, да. И вот закрывается. Очень все удобно. И такая вот у нас Для паспорта. обложка для паспорта. Опять-таки вот здесь вот тоже Для для карточки. карточки, а Отдел. здесь отдельно вот именно паспорт. То есть вот такая обложка, да, ну она, в общем-то, очень практична. И документ не испортится. То есть вы уверены, да, в Да, этом? да. Ну, дорогие друзья, вот мы с вами сшили, изготовили вот такой вот, ну, скажем так, предмет, да, очень нужный, необходимый сегодня для нас в нашей современной жизни. Мы пользуемся сегодня большей частью карточками, поэтому банковскими картами. Поэтому для банковских карт вот такая визитница, ну, как это называется, карт-холд, да, Да, да. она, в общем-то, очень это удобно, практично и может справиться с изготовлением вот такого изделия, визитницы, но любая начинающая швея. Так что, дорогие друзья, вдохновляемся и пробуем.